У нас летняя кампания началась уже, подготовка с февраля месяца. Летняя кампания у нас уже сейчас начался второй сезон. Значит, мы запланировали в этом году открытие 65 лагеря разного типа. Все 64 лагеря у нас прошли санэпидзаключение, получили, и все 65 лагерей, они вошли в республиканский реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Значит, 54 лагеря у нас дневных при образовательных учреждениях охватом 8541 ребенок. Значит, первая смена основная у нас уже закончилась. Сейчас в настоящее время из 54 дневных лагерей действует 5 лагерей. Далее у нас, значит, 5 загородных лагерей. Они все вовремя начали свою работу. Нынче мы даже раньше открыли, не 15 июня, а ранее 10 июня начали открывать загородные лагеря. Значит, все 5 лагерей у нас в настоящее время действуют, уже работает вторая смена. 5-й лагерь — это наш инклюзивный лагерь. Труд — это бывшая дача школы-интернат номер 28. Когда-то раньше там отдыхали дети-сироты. Поскольку сейчас у нас дети-сироты переданы в Минтруд, там лагерь мы передали Центру медико-социального сопровождения. С прошлого года там работает инклюзивный лагерь для детей с ОВЗ инвалидностью. В этом году первую смену они отработали в количестве 40 детей. Очень хорошие отзывы. Значит, в настоящее время уже вторая смена, тоже 40 детей набрано. Далее у нас, значит, работает 3 дачи детских: Лесовичок, Брусничка, Якутяночка. Ну, все знаете, там отдыхают наши дети. Кроме этого, значит, у нас 2 лагеря труда и отдыха. Это Хатасская и Тулагинская агрошкола. Палаточные лагеря у нас будут открываться в 3-ю смену. На базе, значит, ЦТТ «Путь Росмахи» 140 детей будет на базе ДПЦ будет на базе лагеря «Радуга». И, значит, 3-я смена палаточная будет в ЦТТ, вот на базе «Арктика и Космос». И также 3-й палаточный будет на базе загородного лагеря «Труд». Так, в этом году мы охват детей организованным отдыхом нарастили. Если в прошлом году у нас всего было 6,5 тысяч детей организовано отдыхом, то в этом году у нас план 8541. Это план только. Но у нас за счет того, что мы в этом году привлекли родительскую оплату, хочу заметить, что в этом году мы привлекли 35 миллионов рублей. Это родительская оплата. То есть они оплачивали за питание в дневных лагерях. И мы планируем, что у нас в этом году охват будет более 10 тысяч детей. То есть у нас еще на осенние каникулы остались средства. Мы по предварительным заявкам школ планируем около 3000 детей охватить еще осенним каникулярным отдыхом. То есть общее у нас будет более 10 тысяч детей, охваченных организованным отдыхом. Кроме этого, у нас с июня месяца, с 15 июня, началась летняя кампания для детей, которые не охвачены организованным отдыхом. Это дворовые команды и далее. Это мероприятие, программа «Летний позитив», которую ведет из года в год подростковый центр. В рамках, значит, этой программы у нас идут различные мероприятия, такие как медиа-каникулы, игры предков, автобус радости, таежный герой, вот 3-дневный недавно у нас закончился, 250 детей отдохнуло. И, значит, мы планируем к концу августа охватить более 12 тысяч детей
Это дети вот, дворовые, те, которые вот, сидят дома, не охваченные организованным отдыхом. В этом году, значит, хочу заметить, что окружная администрация ежегодно предусматривает средства, большие средства на восстановление лагерей, на обеспечение материально-технической базы. В прошлом году у нас была рекордная сумма 45 миллионов рублей от городского бюджета. В этом году у нас, значит, 12 миллионов выделено на ремонт, а также, значит, на восстановление на материально-технической базе, значит, выделен 1 040 000. То есть это уже 3-й год выделяется, и мы ежегодно вот этот 1 040 000, казалось бы, оно маленькая сумма, но все равно выделяем конкретно одному лагерю, чтобы они могли восстановить там постельное белье и так далее, которая мебель, которая уже, скажем так, обветшалась от времени. В следующем году мы запланируем, чтобы другому лагерю дать. Ну так, постепенно будем восстанавливать. В прошлом году мы участвовали в федеральном проекте восстановления и капитального ремонта баз отдыха детей в Российской Федерации и выиграли грант в размере 166 миллионов рублей, на которые, значит, при помощи еще софинансирования республики и городского бюджета возвели 4 быстро возводимых корпуса вместимостью 200 человек. Это спутники. Поэтому спутник в этом году увеличил количество детей, 300 человек он в смену принимает. И в этом году мы подали документы на участие в том же конкурсе «Лагерь Радуга». Документы мы уже направили, ждем на днях решения, итоги конкурса. Там мы подали на возведение 2 корпусов. И еще будем сейчас участвовать на ремонт столовой и медкабинетов. Есть еще другая программа федеральная. Это в Радуге? Это в Радуге. В следующем году подадим документы к Ландрашвили на капитальный ремонт медкабинета. Дальше посмотрим еще другие лагеря. Есть программа, которая предназначена только для капитальных ремонтов медкабинетов и столовых, имеющих действующих лагерей. Это федеральная программа? Федеральная программа. А по этому лагерю? По этому лагерю, значит, мы в этом году им выделили как раз таки 1 040 000 на приобретение различного мероприятий, инвентаря, и на ремонт мы выделили вам 1 400 000. 1 400 000. Со следующего года нам Министерство образования уже заявили о том, что со следующего года субсидии на летний отдых муниципалитетам не будут выделяться. То есть муниципалитет должен будет сам уже предусматривать в своем бюджете расходы. А эти расходы у нас будут около 100 миллионов, даже больше. То есть у них сейчас такая программа, Митвин говорит, что муниципалитет тратит свои деньги, потом на восстановление или на сбалансирование бюджета они будут по документам восстанавливать вот эти расходы. Вот такая будет. Механизм будет такой, финансирование. Поэтому с осени мы уже будем работать с родителями о том, что у нас до следующего года полностью будут платные дневные лагеря. У родителей мы ожидали, что будет очень большой ажиотаж, будут жалобы и так далее, но родители это восприняли, все нормально. У нас хорошо отработали. Будут на будущий год. Школа отработали. В моменте. Да, Они пока не поняли. Как только они начнут складывать деньги. Но мы в этом году им сообщили, что они платят только за питание. И мы этого будем придерживаться. Поэтому с бюджета мы на заработную плату будем просить деньги. Самая большая у нас сумма идет на заработную плату. У нас сейчас МРОД же повысился. Да. Поэтому, да, и сумма получается большая. Ну, по первому сезону вот проблем никогда не было, потому что до ухода в отпуск родители готовы платить, чтобы ребенок был занят.
А вот проблемы могут быть вот жалобами второй, там, ну, третий сезон. Поэтому такая история. Вопрос можно, да, Георгий Федорович? А? Егор Иванович, у вас все, да? У меня все. Вопрос Все, можно, коллеги, да? пожалуйста, давайте А вопросы. вот в прошлом году, я так поняла, да, количество детей было 6 тысяч, да? А нынче 10 тысяч. 400 с чем-то. А сейчас рассчитываете на 10 тысяч. За счет чего? Что, За свободные счет места? родительских... Нет, это понятно. А. Что свободные места есть такие? Спутник. 4 Ну, тысячи. Мы увеличили Да? просто места в дневных лагерях и в загородных у нас. Ну, там, в прошлом году, если у нас охват за 3 сезона было 900 с половиной тысяч, то у нас в этом году 1700 детей в загородных лагерях. Это почти 2 раза цифру увеличено. Потому что в прошлом году у нас многие лагеря загородные третью смену не работали. И вот этот лагерь, он очень нерентабельно работал. В прошлом году они даже на второй сезон не набрали 100 детей свои плановые. 60 детей плановых. А Поэтому, нынче, несмотря что родители платят за питание, все равно Да. 10 тысяч. поэтому мы передали, решили, чтобы Ну, использовать хорошо, да. эффективно Хорошо. имущество, передали в Центр технического творчества. Вот, надо сказать, что им спасибо, потому что они, коллектив очень вообще взялся за этот лагерь, они по выходным и так далее, весь коллектив выходил работать полностью. Егор Иванович, такой вопрос. В 20-й школе же передали вот детский загородный лагерь. Сейчас процесс идет Табаге. передачи Вот Табаге. расскажите, пожалуйста, там, что за У база. нас и там какие большая база есть, бывший спортивный лагерь здоровья, который у нас очень много лет, ну скажем, бездействовал. Пустовал. Потом мы его передали в Пулагинскую школу, Табагинскую, то есть, вернее, Табагинскую. до пандемии еще, Мгм. при Алексее Клементьевиче, когда была директором Надежда Александровна Шилова. Мгм. И мы там 2 года делали палаточный лагерь военно-патриотический. Вот. И потом вот пандемия началась, и сейчас тоже забросили, поэтому решили передать новому руководителю школу Андрею Ивановичу, новоприезжему, у которого есть очень хороший план, бизнес-план, он составил. Будет там ну, такой лагерь палаточного типа, 7-дневные, большие, и будут дети приходить. Ну, назначение будет туристическое, ну, патриотическое, скажем так. А его не забирают под Нет, строительство? пока нет. Со следующего года начнем, да, действовать? Со следующего года мы его уже запустим. Территория очень А маленькая. сейчас это что идет? Документация? Сейчас мы его передаем документально, Ага. списываем все вот эти старые корпуса и так далее, и так далее. И в этом году мы начали... Это муниципальная собственность? Это муниципальная. Мгм. Есть у нас еще лагерь был в Кенкеме, Да, я помню. труднодоступная база. И в этом году мы решили его узаконить как детскую туристическую базу. Не как загородный лагерь, а туристический центр. Сделаем туристические маршруты, чтобы пешим ходом дети туда могли добраться. Там несколько дней, ну, 7-дневные. Ну, чтобы его тоже использовать для отдыха за родиной. Вы какому-то учреждению передаете? Он при 25-й школе. Да. 25-е несколько же школ было. 25-е. До 25-й он еще в 21-й школе принадлежал. До этого он еще в какой-то школе. До этого ЕГНГ принадлежал. Ну, в общем, Нет, в передавал. свое время гимназия передана Минсельхозом или кем-то. Ну, там тоже 3 корпуса. Значит, да, больше столовая, 2 спальных корпуса, баня есть. Потом новый корпус они построили. У него автономное питание электрическое. Ну, дорога там плохая, конечно. Да, там просто вот логистика. Так, вот такой вопрос. Коллеги, мы ровно год назад, 24 июля в прошлом году, тоже выезжали по загородным лагерям. Вот у меня на руках протокол, да. Тут у нас есть такая рекомендация в адрес управления образования совместно с департаментом экономики, да, и департаментом финансов. Вынести отдельной строкой в муниципальной программе развития образования городского округа мероприятие оснащения материально-технической базы детских загородных социальных лагерей. Мы говорили Мы о том, его что... хотели вынести как Да, вот отдельно паспорт на мероприятие, но нам сказали, что это процесс, поэтому его оставили внутри нашей программы развития. Егор Александрович, вот вопрос вам, как это, да, вот, к РБСу, да, условно говоря. В нашем местном бюджете отдельная строка такая нужна, как вы считаете? Ваше мнение? Вообще лично? нужна. Нужна, да? Мы об этом же проговаривали. Ну, сейчас же Такие моменты. механизм же изменился, вот эти составления программ Мгм. муниципально, поэтому там, если он
имеет как постоянный процесс текущего характера. текущего характера, то его не выводят Не отдельно. выводят, да? Ага. Тогда, как говорится, Главное, это- чтобы он финансировался. ну это понятно. Ну поэтому мы и хотели это, потому что, смотрите, мы же пришли к выводу, что, ну, ладно, худо-бедно там на капитальный текущий ремонт деньги выделяются. А вот на оснащение вот теми же матрасами, оборудованием и так далее, вот Это эти- очень сложный вопрос. все эти да. тумбочки старые-то, вот эти там кроватки, ну сами понимаете, да, все это. Все Я так поняла, что 1 40 000 это как раз вот по этой статье. По этой статье, да. Так, и у нас был такая рекомендация в адрес окружной администрации, да, рассмотреть возможность резервирования земельных участков на территории городского округа для строительства, ну, в перспективе детских загородных лагерей. Алексей Кремович, помните этот вопрос мы уже поднимали, да, все Ну, это время? в работе. В работе. Ага, вы можете, да, пояснить-то вот? Ну, Владимир Владимирович, наверное, может быть, более, ну, как бы не только по пятушку, А, ну да, но не но только и по пятой. дюшкам тоже. Или как? По ДЮСШ у нас работа ведется. И по Алексей Климович, ты свою работу ведешь. Двигается. Где находится это? Это не ближе, чем Радуга. Ага. Вот тигриты же стоят, и озеро стоит. И по диагонали, где вот сот Тускул же есть, вот Тускул. И по диагонали ближе к горе. Прямо возле речки Шестаков. А от дороги далековато, да, в принципе? Дорога там отсыпана щебенкой, очень хорошая дорога появилась. То есть от трассы вот этой Покровского тракта съезжаешь, по щебенке едешь, поворачиваешь туда и прямо, я вначале думал, что мы это первый раз вот Владимир Владимирович, когда выезжали, смотрели, по всяким буеракам ездили, оказывается, есть очень хорошая дорога. Прямо бери да строй. А сейчас этот документально оформили или что? Ну, где-то ошибка возникла. Вначале сказали, что в начале второй квартал все оформится, Ага. но возникла какая-то ошибка, А документы кто это непосредственно этим занимается? ДГТИ. ДГТИ. Да. Ага. Так, я еще дополню, да. Ага. Ну, позапрошлом году мы тоже писали письмо о том, чтобы нам зарезервировали, выделили земли под летние лагеря. Нам, значит, в прошлом году 2 земельных участка определили. Это один в Логинскую сторону, один во Владимировке. Потом, значит, распоряжение даже вышло. Окружная администрация. Да. А потом земли в Пелагинах у нас его взяли, потому что, оказывается, у него сельхозназначение. Его нельзя менять. И остался вот Владимировская земля, но она не подходит. Там узкая, вот прямо Под у горой. горы. Там даже часть горы, вот как бы как пригорок. Поэтому он узкий, длинный, не подходит для организации летнего лагеря. Значит, эти 2 участка, получается, Да. не смогут развиваться. Ну вот сейчас мы буквально недавно разговаривали с ними, Леонидом Спартаковичем. Он сказал, что они пока изыскивают. Изыскивают. Но если это будет, ну будет далековато немножко. Но я говорю, пусть будет далеко. Пусть далековато. Ну, давайте так, коллеги, в любом случае, этот земельный участок в перспективу под детские загородные лагеря все равно нужен. Хотя бы. Ну, получается, если под 5-ю школу у нас один земельный участок уже вырисовывается, и еще один Еще там- бинго. Ну бинго, да. Ну, бинго можем мы не считать, потому что, давайте так, мы же отдали так, республике же это, Ну, стучу. считайте, Условием того, огромную что нам территорию отдали. эту землю, да, передали. Огромную территорию отдали. Ну все у меня. Коллеги, тогда, если вопросов нет, или Ну, есть... по лагерю вот по Арктике и космосе. Василий Васильевич, скажите, у вас сколько сейчас детей находится? 60. А сейчас вот они чем занимаются? Вот так тихо. Но я вижу, что вот что-то Проектная вот... деятельность. Сейчас вот кружковая работа, получается. Они с утречка у нас утром это проектные работы идут и кружковые занятия. Наши педагоги Стоимость проводят. путевки сколько? 49 820. Ну, тут самая дорогая путевка у нас 49. Со скольки лет у вас? С 12 лет. А вот Лагерь Егор дети с Игнатьевич, 12 лет. хотел 12, спросить да. насчет вот путевок. Цены почему так варьируются? Например, вот с прошлогодней цены Да, по это Каландрашвили вопрос 38, такой местный. а вот Все зависит от количества детей. Тем большее количество детей, тем дешевле путевка становится. Потому что расходы на заработные платы, на коммуналку и так далее, они ложатся на
родителей, ну, за счет путевки. У вас все желающие дети в этот лагерь попали или... В этом году у нас наконец-то Сколько первый было раз в истории запись у нас нормально прошел через госуслуги. Если предыдущие годы были очень сложно, то в этом году, значит, через госуслугу было подано почти 13 тысяч заявлений. И пришлось нам, конечно, отказать очень много. Потому что у Да, нас а мест попало не хватает. всего 1700. Да, 1700. Нет, А это по всем По и всем всего. А, по дневным. У и нас так план далее. был 8 же тысяч, да? План 8 стоит тысяч. у нас 8. Ну вот, как говорит Егор Иванович, до 10 должны дойти. А дети СВО? а заявлений было 13. А заявлений было более 13 тысяч, да? Да. То есть все равно... Почти 14 тысяч. Нет, заявлений. субсидии. Ну, я говорю, субсидии. По Много детям детей? СВО у нас, значит, проблема в том, что они все хотят выехать за пределы. В этом году, значит, нам министерством выделено 183 путевки для детей СВО и, значит, 56 путевок для остальных детей. Ну вот эти 56 мы их тоже отдали детям СВО, нам никто не хватает. В общем, мы им должны обеспечивать бесплатно